В конце января этого года в администрации Гульрипского района была представлена программа по введению электронного статистического учета. Как создавалась программа и с какой целью она была разработана, а также о других статистических проектах, побеседуем с Камой Гогия, председателем Государственного комитета Абхазии по статистике. Здравствуйте, Кама Алексеевна. День добрый, здравствуйте. Итак, давайте с самого начала узнаем, для чего разрабатывалась эта программа. Как я понимаю, она для того, чтобы вести какой-то учет именно по районам и по городам, на местах, если коротко говорить. Что вы скажете об этом провале? Я бы, наверное, вначале дала бы немного определения вообще, что такое похозяйственная книга, и как это случилось так, что после развала СССР в Абхазии она была сохранена, она сохранилась. Если вы помните, старых источников обычно ссылаются на церковно-приходские книги были тогда. Церковно-приходские, там, где записи велись по рождаемости, по смертности. Иногда еще другие дополнительные записи. Просто мне не представилось увидеть эти книги даже в архиве где-то. Но то, что касалось похозяйственных книг, оно было введено сразу же после установления советской власти. Кстати, в Абхазии есть воспоминания об этой похозяйственной книге. Когда была выборочная перепись, 2% сельскохозяйственная, так называемая, всесоюзная еще она называлась, и в воспоминаниях поэта Мушни Ахашба, он был однокурсником, другом Ио Кохони, они вместе учились в Москве. Летом, когда приехали, по поручению Нестора Лакоба их привлекли для сбора информации. Естественно, такого поголовного учета и переписи тогда не было, но им дали перечень сел, куда они поехали. И в воспоминаниях он пишет, как приехали в село Джигярда с опозданием большим, как они не успели эти цифры собрать, все жители уже разошлись, они ведь молодые были. И вынуждены были взять похозяйственные книги. Он пишет именно похозяйственные. Еще какая связь между этими книгами и той программой, которую вы представляли не так давно? После развала СССР эти книги в Абхазии сохранились, в администрациях сел они велись. Фактически эти книги представляют собой элемент административного учета. Там, где ведется запись, если у нас тут есть отдельные министерства, скажем, на уровне республики, там юстиции, там МВД и так далее, и так далее, все эти функции обычно ведет глава администрации села. В этих книгах идется полная запись. Так называемые лицевые счета открываются на каждую семью, где идет запись членов семьи, фамилия, имя, отчество, дата рождения, где учатся, школьного возраста, пенсионного возраста, национальный состав, владение языком и так далее. А потом идет раздел непосредственно касаемый животноводства, растениеводство. В старых посоветских книгах практически растениеводство там ничего не уделено, но животноводству уделены. Это были унифицированные формы, советские книги, где там и ослы есть, и живность, та, которая не свойственна, скажем, для нашей жизни абхазской. Махачку успела из хаштыды. Знаю, тоже не знаю. Верблюд. То есть там и верблюды были, и олени были в этих показателях. Но для нашей республики, это не свойственно. Но они сохранились. А с 50-х годов, кстати, в советское время повально всех составляли вести похозяйственные книги в администрациях сел. У нас оно сохранилось, и сохранилось в таком советском формате. То есть содержание книги, оно не соответствовало нашим требованиям совершенным. Тогда-то все поля колхозные были, поэтому мало уделялось внимания растениеводству, а больше животноводству. То есть живность держать дома можно было. Были такие ограничения, связанные с выделением земель.
так называемые 0,25 га, не облагаемые земельным налогом и так далее. Но исходя из этого, я вот с 2015 года, с 2015 года в статистике, в 2017 году была организована по закладка книг. Содержание ее я не успела, честно говоря, посмотреть, но мы эту закладку мы осуществили. На 5 лет обычно закладка по хозяйственных книг. Но к следующему 5-летию мы подготовились и внесли очень много изменений. Нужные вещи, нужные таблицы туда попали, формат изменили. Даже двухязычным сделали и на абхазском, и на русском языке. Много там переводческой работы тоже мы провели. И так далее. Она более актуальна к современному условию. Она уже отвечает конкретно требованиям нашей республики. То есть там конкретно нет этих верблюдов и прочих, которые в целом не существуют. Но есть основные виды и в растеневодстве, и в одноводстве. Например, орехоплодной вообще раньше не было, цитрусовой тоже не было. Мы это включили, скажем, в раздел растеневодства. То есть в 2017 году вы начали эту работу? Не, в 2017 году я, так сказать, была свидетелем новой закладки. Новая называется, потому что каждые 5 лет делает. Но в 2017 году, ознакомившись с похозяйственной книгой, я пришла к выводу, что она не актуальна, надо ее поменять. Но начали мы менять. Это такая кропотливая работа. Там мы соприкасались с деятельностью и Министерства сельского хозяйства, и землеустроителей, и налоговых служб и так далее. Очень много вопросов мы там для себя определились. Кстати, вот в советском формате, кроме самой похозяйственной книги, есть еще 2 книги дополнительные. Так называемая форма номер 2 называется «Алфавитная книга», куда вписывались все граждане, скажем, поселка, села и так далее, которые, будучи гражданами СССР, имея свое гражданство, имели абсолютно все, они уже становились... имели право голосовать, да? То есть совершеннолетние, и, имея право голосования, они все попадали в этот алфавитный список. И был еще временно проживающий, это 3-я книга, очень жестко и строго было в тот период. Более 2-3 месяцев, если в селах появлялся человек, его брали на контроль и записывали все его паспортные данные. То есть такой контроль существовал. В наше время у нас проблемы возникли. Вот после 2014 года в похозяйственных книгах, как отразить национальность, паспортные данные, когда вот некоторые районы, скажем, Гальский, там частично Чемчильский и Ткварчельский, люди оказались вообще без документов. Как их отразить? На уровне парламента этот вопрос не решался. Так пару раз я поднимала, и я поняла, что это такой... процесс немножко длительный. Я понимаю, что вся вот эта информация, которую вы говорите, да, и там то, что было в сельском хозяйстве, и рождение, смерти, все, что происходило в районах, все это сейчас будет учитываться в этой программе. Учет будет вестись с помощью этой программы, так я понимаю? Нет, дело в том, что учет он всегда велся. Да, но сейчас единая база или что у вас? Данные этого учета, они как бы оцифрованные в электронной версии ведутся. И мы построили такую схему архитектурную, где, начиная от сельских советов, идет сбор информации на уровне районов, а потом идет сбор информации на уровне республики. Вот такая пирамида нами была составлена. Но мы не учли один факт, уровень, так сказать, наш абхазский уровень в селах. Дело в том, что проблемы владения техникой электронной, она, конечно, очень слабая. Люди не все владеют в селах. И вручную они, конечно, это ведут. Ну а как пользоваться интернетом, как электронно оцифровать данные, как его передать, там у нас возникли большие проблемы. Более того, еще проблемы были связаны с тем, что оказались сельские советы, где
вообще даже не имели административный кабинет. Такие села тоже оказались. То есть главы администрации, будучи главами, они у себя дома весь этот учет ведут. А где сохранить этот же компьютер? Если вопрос стал бы, скажем, такой на республиканском уровне обеспечения всех, а их у нас 110 сельсоветов компьютерами, их-то еще надо сохранить, это не дешевое удовольствие. Вот когда вы выступали в том же Гулерипском районе в администрации, как восприняли ваш доклад? Насколько он им зашел, скажем так, да, таким словом? Оценили как? То есть посчитали ли, что это полезное дело, или посчитали, что это что-то такое, что надо еще освоить, над чем надо еще работать, что лишняя нагрузка и так далее? Нет, по поводу вот новой закладки, она в 2021 году была, мы уже готовы были, у нас и программа была. Мы по всем районам поехали, собрание было с представителями и глав администрации, и администрации сельских советов. Но этот вопрос как-то он повис в воздухе. Мы поняли, что с цифровизацией там у нас есть проблемы. Ну вот Гулерипский район, я хочу отметить их, они оказались более продвинутыми, они как-то уцепились за эту идею. Это тоже сельскохозяйственный регион. И вот глава поднял этот вопрос через год-два, вот как его оцифровать, где наша программа. Я как-то говорила, что у нас она уже готова. И, так сказать, по их просьбе, по их инициативе мы вот выехали в Гулерипский район. Главы, видимо, администрации тоже были готовы. Там, конечно, есть такое старшее поколение. Они обычно боятся компьютерной техники, но в целом нормально было воспринято. Я думаю, со стороны руководства района есть такое понимание и поддержка. И они им помогут, покажут, подскажут. Мы со своей стороны тоже помогаем им. А есть районы, где уже работает по этой программе? Нет, с этой программой это первая ласточка получается. Я думаю, это как почин будет. Может, и другие районы. Дело в том, что Гулерипский район взял на себя ответственность приобрести эти компьютеры для всех администраций. Да, они снабдили, оснастили их и так далее. Это очень такая материалоемкая для своих сельских советов территориально, которые подпадают под Гулерипский район. Они их снабдили. Там 10 сельских советов, вот 10 компьютеров. Пригласили нашего тоже айтишника, он им показал, загрузил программы. Теперь будем смотреть, как они будут это осваивать. Конечно, это было бы очень удобно, если все районы и все сельские советы имели бы. Нам не надо было бы ждать вот эти таблицы, когда у нас не получилось. Мы для них разработали отдельные таблицы, где вот сводные отчеты дают по сельскому хозяйству, по населению, там, по растениеводству и так далее, и так далее. Это, конечно, не совсем удобно, еще по времени приходится ждать. А тут, понимаете, вот забил, информация есть, шлюз технически открыли, мы автоматически получаем информацию. А если у нас, если еще и все районы имели бы, тогда, так сказать, находясь у себя в кабинете, в центральном аппарате госстатистики, мы могли все эти районы открыть, просуммировать, собрать по районам и собрать по республике. Без проблем. Эта программа сама будет делать. Это то, что вы говорили, что в форме пирамиды идет, да? Ну да. Вот могли бы вы оценить значение этого проекта и то, что вот сейчас... Я так полагаю, да, вследствие, если эта программа будет нормально работать, вся вот эта статистика, все наши, скажем так, ресурсы человеческие, там, сельскохозяйственные и прочее, все будет отражено, и все будет отражено в таком виде, в каком оно есть в реальности. То есть есть какая-то точка отсчета, с чего мы можем начинать? Во всяком случае, мы будем видеть данные, которые имеются буквально в каждом сельском совете. Данные по количеству населения, по полувозрастным группам. Эта программа сама будет рассчитывать наличие земельных участков,
площади их, наличие там выращиваемых культур, количество поголовья, скажем, скота и так далее, и так далее. Но будем мы эти цифры иметь. Сейчас, ссылаясь на то, что они там какой-то отчет представили, а реально мы не видим, откуда они взяли. Может, там не совсем соответствует первичным данным. Этот вопрос тоже, конечно, возникает. А вы думаете уже о том, в каких еще районах, возможно, вот в ближайшее время вы будете представлять программу с тем, чтобы тоже они начали ее осваивать? Знаете, как мы все подготовили, а вот навязывать эту программу мы не можем, не получается. Это, знаете, вот у нас ведь есть закон о местных органах власти. Практически, если местные органы власти, вот главы администрации районов, они подтолкнут это дело, будет у них такое желание, так сказать, шагнуть в цивилизацию, в цифровизацию, мы всегда готовы помочь. Такие возможности есть в Гагарском районе, там не бедный регион, в Гудаутском районе вполне возможно. Но более такие районы, как Чамчирский, Гальский, Ткварчирский, там немножко сложности будут. Но все зависит от главы района. Если он поставит этот вопрос, решит это дело, я думаю, мы поможем, и это очень нужное дело. Почему вы считаете это нужное дело в масштабах всей республики? Да. Что это дает? Я вам другую вещь скажу. Дело в том, что у нас ни один раз не проводилась сельхозперепись. Что касается данных по сельскому хозяйству, мы не имеем. Та сельхозперепись, которая планировалась в 2016 году, она не была тоже проведена. Но у нас даже учетных данных по сельскому хозяйству не было. А вот по данным по хозяйственных книг мы будем получать учетные данные, то есть то, что они учли. А во время переписи мы уже будем сравнивать, это наподобие инвентаризации получится. То, что во время переписи мы найдем, и то, что прописано в похозяйственных книгах. Хотелось узнать еще вот такой вопрос. Если, допустим, будет вот такая информация, если во всех районах заработает эта программа, например, возможно ли вот в пределах, в масштабах всей республики, допустим, там просчитать эффективность какой-то отрасли, ее перспективность, там, допустим, в будущем, например. Допустим, если там в строительстве, в том же сельском хозяйстве, например. Можно ли, даст ли это возможность просчитать человеческие ресурсы материальные и прочее для того, чтобы какой-то вывод сделать? Во всяком случае, это будет хороший материал, инструментарий для анализа состояния наших сел, сельскохозяйственной отрасли. Это будет хороший материал, более достоверный для решения каких-то инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли, для решения социальных вопросов в сельскохозяйственной отрасли. Нужны нам там школы, где, в каких, сколько школ нужно и так далее, и так далее. Ну, конечно, очень много вопросов мы можем решить, и при создании вот этих планов развития в сельском хозяйстве, не имея достоверной информации, мы, конечно, грешим немного. А когда будет более достоверная информация, нам не обязательно, скажем, общаться с главой какого-то сельского совета. Мы, сидя в Сухуми, мы уже видим, какие там проблемы в этом селе. Если ему нужен трактор, а вот там мы, кстати, новый раздел сделали, транспортные и технические средства оснащения села. Есть у нас хозяйство, где свои личные трактора имеют. При наличии таких тракторов в селе, там, где небольшая численность населения, стоит ли в этом регионе создавать, скажем, машино-тракторные станции и так далее? Но это будет просто лишняя трата средств государственного бюджета. Поэтому очень много, конечно, интересных проектов. Можно такие точечные проекты даже создавать и нужные проекты.
А что касается городов, эта программа будет работать только вот в администрациях районов и для того, чтобы контролировать, что происходит в селе, не контролировать, а учитывать, да? Сельская, да, сельская. В городе, наверное, что-то другое работает. Нет, в городе это к городу отношения не имеет. Город имеет свои домоуправления, там книги по хозяйственному учету они не ведут. Там совершенно другие виды учета. В городе есть там управление, образование, управление там, социального обеспечения и так далее, и так далее. То есть на уровне города свой учет ведется. Для этого и существуют административные такие единицы, которые конкретно занимаются им. Кама Алексеевна, какие еще проекты планируют разрабатывать и внедрить Госстат? Возможно, еще какие-то работы параллельно ведутся, которые вот в перспективе будут реализованы и которые представляют интерес? За последние 2-3 года мы еще 2-3 новые программы создали. Одна программа, она касается социальной сферы, это определение уровня безработицы и занятости. Мы вот сейчас в первом квартале приступаем к сбору информации. Мы обратились к декану экономического факультета Узгана Ива Константиновна. Она нам обещала там студентов 3-4 курса подтянуть, чтобы осуществить опрос. Дело в том, что максимальный охват, он дает более реальные цифры. Когда выборка маленькая, естественно, расхождения и побольше могут быть. Но уровень занятости, безработицы – это тоже один из показателей, который требуется, скажем, для решения каких-то социальных вопросов и взаимоотношений с государствами. Во всяком случае, в соглашениях российско-абхазских, для получения статистики, там в последнее время везде есть требование представить, скажем, информацию по занятости, безработице. Почему это обследование нужно? Это фактически один из элементов международного стандарта статистики по получению информации. В советское время такой необходимости не было, потому что был закон о занятости и о тунеядстве. Человек не имел права не работать, если он не был инвалидом, он обязан был работать, и был такой полный сплошной учет занятого населения. И там от количества трудоспособного разницу находили, и это было такое чисто арифметическое, простое решение. То есть сейчас, если мы у вас спросим, кого не хватает по республике, каких кадров не хватает, и, допустим, какая отрасль проседает, потому что там не хватает специалистов, скажем так, или же наоборот. Нет, это минуточку, вы не в ту степь немножко. Там вопросы безработицы и занятости. Дело в том, что у нас вообще даже нет в законе определения, кто является занятым. Знаете, в КСОТе нет этого определения. А у нас есть люди, которые как бы официально в госструктурах не работают, на фирмах не работают, но они заняты. В сельских местностях раньше были колхозы, совхозы, все там учет проходили, то есть через учетные данные получали цифры. Сейчас колхозов, совхозов нет, но в семьях люди содержат. Как сама эта программа выглядит? Вот как, допустим, она заполняется, да? Вот мне интересно, какие там пунктики есть, да? Ой, я с собой сейчас не взяла. Хотя бы парочку для примера. Анкеты, там возраст, во-первых, село, город, республика, иностранный гражданин тоже может быть. Это такой опрос, выборка такая случайная идет, выборка, то есть не запланирована. И если он относится к экономически занятому населению, то он должен указать, где он работает, как занят, как долго он работал. Если он безработным себя считает, то вообще обращался ли он за работой, не обращался за работой, хочет работать, не хочет, это тоже имеет значение. И еще к категории относятся вот эти студенты, школьники, инвалиды, которые, в принципе, они не относятся к группе экономически активного населения. И доходы тоже приблизительно. Очень интересный проект. А когда он заработает? Вот сейчас мы, значит, в квартал раз проводится обследование, в год 4 раза получается. По итогам потом будем выводить уровень.
Там не количество, а уровень занятости. А мы можем потом с вами оценить результативность Конечно. этих исследований, этой программы? Дело в том, что у нас очень много вне статистического учета заработков и работающих, которые вообще нигде не стоят. А мы потом хотим хорошее пенсионное обеспечение, суммы и так далее. Люди просто не афишируют свои доходы, получают доходы, нигде официально не связаны, понятно, это и налоги, никаких отчетов и отчетности не делает, отчислений тоже не делает. Но при этом у нас в законе такое, знаете, все и работающие, и не работающие, скажем, там, если советскую пенсию кто-то получал, уже года 3-5 скоро получится, как они уже не получают советскую пенсию. Проблема стоит с поколением от 64 года и выше женщины, и мужчины, от 69 года рождения. Там уже, если статистически посчитать, приблизительно до 2000 так, каждое поколение, да, выходящее на пенсию. Это у нас будет приличная армия таких пенсионеров, которые даже на уровне минимальной потребительской корзины не могут получить себе пенсию, позволить. При этом есть люди, у которых, так сказать, пассивный доход существует, а им эта пенсия погоду не делает. Но, тем не менее, они это тоже берут, хотя и рубль не вложили в бюджет пенсионного фонда. И они получают почти столько же, сколько те, которые, скажем, работники госбюджета, они сполна платят все. Элемент несправедливости, конечно, существует там. Госстатистика, по моему мнению, занимается еще, я думаю, не только этим, но и другими проектами, потому что мы с вами предварительно говорили. Просто сейчас уже мы не будем смешивать все в одну тему. А сейчас я хочу поблагодарить вас за этот разговор и напомнить, что о программе по введению электронного статистического учета, о том, как создавалась программа, с какой целью она разрабатывалась, а также о некоторых других статистических проектах мы говорили с Камой Гогия, председателем Государственного комитета по статистике. Благодарю.